Здравствуйте, дорогие друзья. 23 мая, понедельник, на часах в Якутске 19:08. И в прямом эфире вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда в прямом эфире мы рады будем принять ваши звонки. Номер телефона 35 33 10. Вы его видите на своих экранах, сейчас увидите. Мы рады, как всегда, интерактивному общению с вами, любому общению с вами. Сегодня у нас в гостях руководитель управления государственного строительства и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Наталья Чусовская. Наталья Гаврильевна, добрый вечер, спасибо, что нашли время, пришли. Добрый вечер. Кстати говоря, давайте, я поздравлю наших лидеров предварительного голосования партии «Единая Россия», Галину Акентьевну Данчикову и Юрию Степановичу Куприянова. Вы, кстати, ходили голосовать вчера? Конечно, ходила. Хорошо. Давайте начнем нашу, собственно говоря, уже тему нашего разговора. Итоги внедрения лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Актуальные вопросы управления жилищным фондом. Вот управление Госстройжилнадзора осуществляет лицензирование управляющих компаний в республике. А решение о выдаче лицензии принимает лицензионная комиссия. Из кого она сформирована, эта лицензионная комиссия? Так, лицензионная комиссия республики, она утверждена указом главы республики, состоит из 13 человек, и это представители, значит, у нас общественных организаций, 1/3, да, также представители органов госвласти, и также представители саморегулируемых организаций, предприятий, которые работают в сфере ЖКХ. То есть состав большой и разнообразный. Да. А насколько общественность активна в работе лицензионной комиссии? Представители общественных организаций, они очень активны в работе. Например, я могу выделить даже Людмилу Георгиевну Медведеву. Это представитель общественной палаты, которая участвует во всех заседаниях. Она участвует в принятии квалификационных экзаменов. И, естественно, активна именно ее позиция. Есть предложения от нее именно по, можно сказать, повышению эффективности, да, лицензионного контроля. Очень здорово, что такие люди есть. А для чего, давайте вот от печки, что называется, для чего вообще вводилось лицензирование управляющих компаний? Скажем, до мая 2015 года у нас не было государственного регулирования, да, деятельности управляющих компаний. И именно вот с лицензированием, с установлением, да, именно государством особых требований к предприятиям, которые могут осуществлять. И это и есть как раз именно тот регулятор вот этих отношений, да, чтобы недобросовестные управляющие компании не могли войти на этот рынок. Тогда вот так. Каким требованиям должна соответствовать управляющая компания для того, чтобы получить лицензию? На сегодня это значит 5 требований. Регистрация на территории Российской Федерации, наличие квалификационного аттестата у руководителя организации, отсутствие судимости у руководителя, и отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц. И также еще другое требование дополнительное – это раскрытие информации о управляющей организации. Это очень важно, кстати говоря. И как, много ли лицензий выдано вот за этот, год будем считать, да, 1 мая 2015 года, обязательное лицензирование. Много ли по республике? На сегодня у нас выдано 194 лицензий. На 1 мая 2015 года было выдано 160 лицензий, да. 35 управляющим компаниям было отказано. И основная причина отказа – это как раз не раскрытие информации об управляющей организации. Может, они просто не знают, как это делается? Нет, почему? У нас есть постановление 731, которое конкретно говорит, что должно быть раскрыто именно на сайте реформы ЖКХ, на сайте управляющих организаций. А если недоступны эти виды, да, телекоммуникаций, то в печатных изданиях. И вы говорите, это основная причина отказа в лицензировании. 35? 35, из них где-то порядка 20. Понятно, понятно. Такой очень специальный момент, очень, наверное, такой короткий ответ на этот вопрос подразумевается. Нужно ли получать лицензию для осуществления деятельности ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК? Нет. Не требуется? Не требуется получение лицензии. То есть только для управляющих организаций, которые осуществляют управление по договору управления. А вообще любая компания, любое ООО, скажем так, да, который соответствует требованиям, перечисленным вами, может получить лицензию на Да, ну на сегодня закон так и говорит, если вы соответствуете этим требованиям, то вы получаете лицензию.
А вы, вот выдавая лицензии, вы потом проводите, наверное, проверку деятельности этих управляющих компаний. Вот как часто проводились ли проверки за этот год, во-первых, и были ли плановые или внеплановые были проверки? Ну, в отношении управляющих организаций, которые имеют лицензию, проводится лицензионный контроль. Это особый вид контроля. Так? Плановые проверки в отношении лицензиатов проводятся по истечению года с момента получения лицензии. Наталья Гавриловна, я день... вынужден прервать вас. Мы продолжим через пару минут рекламы. Мы вернемся в студию. Мы вновь в студии, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора по Республике Саха-Якутия Наталья Чусовская. Пока шла реклама на канале, раздался в студии звонок. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Город Якутск, номер 1. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Это самое выполнение капитального ремонта многоквартирных домов вы контролируете или нет? Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Да, Спасибо за вопрос. А может быть конкретно что-то вы хотите спросить? Да, контроль. Уже все. Да. Хорошо. Конечно, в полномочия органов жилищного надзора входит контроль за капитальным ремонтом. Если, например, в доме проводится капитальный ремонт и у собственника есть претензии к качеству, да, то они могут напрямую к нам обращаться. Мы выйдем с проверкой. Если будут действительно подтверждены нарушения, то будут выданы предписания региональному оператору. Хорошо, давайте продолжим то, на чем мы остановились, внеплановые проверки. Ну, я понял, что плановых, Да. собственно говоря, не проводилось, потому что года еще не... Да, год еще не истек, да, а внеплановые проверки проводятся по обращениям граждан на нарушение лицензионных требований. А вот такой вопрос, предваряемый цитатой моего любимого Оскара Уайльда. «В наши дни, писал он, люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить». Это было написано там больше 100 лет назад. Ничего не изменилось с той поры, мы всему знаем цену, ничего ценить не умеем. Но все-таки мы как-то, как собственники жилья, можем управлять управляющей компанией? Вы не только можете, вы должны, и есть это ваша обязанность, прописана в жилищном кодексе. Поскольку вы диктуете условия по договору управления управляющей компанией. Управляющая компания ваш подрядчик, понимаете? Понимаю. Вот. И поэтому пока вы собственники, да, все собственники не осознают, что вы имеете право диктовать свои условия управляющей компании, у нас ситуация не изменится. Я приберегал вот следующий вопрос на финал программы, но уж больно он просится прямо сейчас. А считаете ли вы и согласны ли вы, что вообще основам управления вот этим общим домовым хозяйством нужно начинать обучать со школьной скамьи? Я согласна. Действительно, пока каждый человек, да, не осознает, что то, что находится за пределами квартиры, это его собственность. И пока он не будет к нему относиться по-хозяйски, да, рачительно, да, то, конечно, ничего у нас не изменится. Пока мы не поменяем свое отношение к общедомовому хозяйству, как вы сказали, то реформа, вот, которая была задумана, она будет стоять на месте. Потому что вся, как бы сказать, законодатель возложил на собственников, да, именно обязанность по содержанию общего имущества. Ну, вернемся к лицензированию наших героев, наших управляющих компаний. Можно ли сказать, что начало лицензирования оставляет на этом рынке только лучших? Само лицензирование управляющих компаний. Ну, априори так и было задумано, что должно было оставить, да, то на сегодня, как мы видим, да, что есть некоторые недоработки в законодательных актах, да, и, значит, законодатель на месте не стоит, поправки вносятся, при этом существенные поправки. Так, в части ужесточения требований, давайте, действительно, про изменения компаниям. На сегодняшний день уже прошло общественное обсуждение, да, и антикоррупционную экспертизу, проект федерального закона о внесении изменений в жилищный кодекс, да.
который предполагается, что он вступит в силу в июне 2016 года. Данный документ уже ушел в правительство, то есть уже пошло согласование. Да? И что предполагается? Во-первых, статус официального документа будет придан не только протоколу общего собрания, что сейчас, да, а другим документам, которые подтверждают итоги голосования. Это бюллетени голосования, а также решения комиссии, которые избирают собственники, например, счетная комиссия. На сегодняшний день у нас очень много жалоб на подделку, фальсификацию бюллетеней. Бюллетеней. Вот. И мы направляли материалы в правоохранительные органы, но на сегодня у нас нет ни одного законченного производства. Мы же знаем, что есть уголовная статья, так, 327, которая предполагает чуть не лишение свободы до 2 лет за подделку документа, который является официальным документом. И вот введение вот данной нормы, да, как бы сказать, предупреждение тем лицам, которые на сегодняшний день фальсифицируют. Да? Вот давайте про изменения и про различные нововведения мы сейчас продолжим. Давайте примем звонок зрителя. Хорошо. Будьте добры, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города и задавайте ваш вопрос. Алло, это Якутская, Сергеевская, шоссе 1. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Контролируете ли вы размер пандуса? Там 3 подъезда, во втором подъезде соорудили огромнейший пандус, длиной 15, шириной 4,70. Расход очень много железа, прочее, и никому не нужно. Ваш вопрос понятен, спасибо вам большое, он очень важен, конечно же. Я так понимаю, контролируете ли вы? Я так понимаю, что дом построен, Сергеевское шоссе, уже после ввода в эксплуатацию была реконструкция, а именно монтаж вот пандуса. Да? Естественно, есть требования нормативные к размерам, и, скорее всего, нужно будет предъявлять жалобу подрядчику, который... А чтобы, давайте посоветуем что-то зрителю. Подрядчику, который выполнял эти работы, и заказчику. Кто заказчик? Управляющая компания, либо управа, орган местного самоуправления. Да. Соответственно, надо выяснить это и куда обращаться. И, конечно, мы как строительный надзор не осуществляем, надзор за такими видами работ, но в судебном порядке. Если в претензионном порядке заказчик не устранил, подрядчик, то тогда в судебном порядке. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города и задавайте ваш вопрос гости. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Сорвался звонок. Давайте тогда продолжим, собственно говоря, вот о нововведениях и вообще об изменениях. Да. Так, еще нововведение, новелла, можно сказать, что решение общего собрания собственников об выборе управляющей компании будет считаться принятым только в случае, если будет оно содержать размер платы за содержание и ремонт общего имущества. И без определения цены и порядка его установления, вот это решение, принятое, собственно, не будет считаться принятым. А в каких случаях управляющая компания вообще может лишиться лицензии? Есть ли такие случаи? Предусмотрены ли они? Процедура отзыва лицензии очень длительная. Это значит, в течение календарного года управляющая организация должна, получить решение суда о невыполнении предписаний органа, 2 и более раза в течение календарного. Календарный год это с 1 января по 31 декабря. Да. Но на сегодняшний день, от тем проектам, о котором я говорила, проектом внесения изменений, вводится, 12-месячный срок. То есть уже есть возможность в течение года привлечь управляющую компанию 2 и более раза. То есть не календарный вы имеете в виду? Да. А просто... Да. И когда, дом либо... Если она что-то наворотила, 1 июля, и до 30 июня ничего не произошло, тут уже, потому что судебные же дела, они и 3 месяца и больше. Да.
Да. очень длительная. А жаловаться на управляющую компанию в спорных случаях можно к вам в управление или куда вообще? Конечно, в первую очередь, конечно, собственники должны обратиться в ту управляющую компанию, с которой заключен договор. Если управляющая компания бездействует, не принимает никаких мер, то, конечно, обращаться к нам, Управление государственного жилищного надзора. Понятно. Вот такая цитата, когда готовился к программе, попалась мне из статьи «Как управлять управляющей компанией ЖКХ» от 6 июля 2014 года, будем считать 2 года назад. На сегодняшний день, то есть на тот день, на современном отечественном рынке полностью отсутствует конкуренция в сфере управления жильем. А большинство тех компаний, которые имеются, зачастую безинициативные, либо вовсе проблемные. Лицензирование, сам факт лицензирования, что-то изменил, на ваш взгляд, в этой ситуации? Но есть подвижки, поскольку конкуренция, можно сказать, на сегодняшний день есть. Управляющие компании борются за дом, да, за один дом могут два и несколько управляющих компаний претендовать. Вот, но пока что некоторые компании пользуются незаконными методами. Ну, да. вы там смотрите Именно за... в части, вот я еще раз повторю, подделку, подписи и так далее. Вообще, если так вкратце обозначить итоги вот этого года с 1 мая 2015, когда было введено лицензирование, то каковы они? Ну, скажем, что введение именно лицензионного контроля, да, в отношении управляющих компаний принес свой эффект даже по тому показателю, что если до введения лицензирования предписания органа жилищного надзора исполнялось процентов, можно сказать, меньше 50, Да. то на сегодняшний день исполнение предписаний 90%. Это очень хорошо. Мне очень То есть нравится. А лучше повышение 99. штрафных санкций, да, например, исполнение предписания влечет за собой штраф от 250 тысяч. Понятно. Естественно, это заставляет управляющих компаний задумываться. Лучше исполнить предписание Конечно. органа жилищного Конечно. надзора. Да. Наталья Гавриловна, минута остается. Вчера Николин день, соответственно, лето наступило. Да. Всех горожан и жителей республики поздравляю якутским летом, с наступлением якутского лета. И призываю управляющие компании за короткий период, да, значит, провести подготовки домов к следующему отопительному сезону. Лето у нас короткое, а собственникам я желаю проконтролировать, что если управляющая компания не выполняет ремонтные работы, то обращаться к нам. И еще 20 секунд у нас времени осталось в эфире. 27 мая, что за день? 27 мая – это Международный день соседей. Будут проводиться различные мероприятия, в том числе в управлении будет семинар по созданию советов многоквартирных домов. Приглашаю всех. Все, спасибо. 27 мая будут работать Да. площадки Да. на Орджоникидзе. Приходите. Это была арена событий, программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго.